Сегодня знаковый день для нашей компании. 30 лет назад мы создали две наши компании, Продмаркет и Продсервис. И сегодня они все работают и существуют. Мне очень приятно, что жизнь их продолжается, несмотря на то, что казалось, когда мы их создавали, не верили в то, что мы можем заниматься предпринимательством, бизнесом. Почему? Потому что все предыдущее время я занимался государственной работой в Татарстане. Тогда была это Татарская автономная Советская Социалистическая Республика Татария. С 1976 года, после окончания Института химико-технологического, приступил к работе в Татпотребсоюзе на должность начальника технического отдела. Затем был начальник управления технического в Татпотребсоюзе, секретарь комсомольской организации, секретарь парткома. А через 8 лет, когда Татпотребсоюз построил кооперативный техникум, новое здание, я представлял руководству республики этот объект. Мне посчастливилось, что руководство республики сделало положительную оценку. И через 3 месяца Гумер Исмагилович Усманов меня пригласил в обком партии на должность заведующим отделом обкома партии. Я курировал Министерство торговли, бытового обслуживания, потребкооперацию и общественное питание. В течение 4 лет я посетил все регионы нашей республики по 3-4 раза, встречаясь с нашими специалистами торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Тимир Шарипович меня пригласил на должность заместителя председателя Совета министров. И также курировал я 4 министерства, которые я назвал ранее. Министерство торговли, общественного питания, бытового обслуживания и потребкооперации. А в 1989 году, когда проходило уже совещание Министерства Советского Союза, то я, как заместитель председателя Совета министров, встречал гостей, познакомился с министром торговли Советского Союза Терехом Кадратом Ипуновичем, который через несколько часов после нашего знакомства согласовал с нашими руководителями, первым секретарем обком партии, председателем Совета министров, Верховным Советом профсоюзами, чтобы меня пригласить на должность замминистра торговли Советского Союза по продовольствию, начальником главпродторга и членом коллегии Министерства торговли Советского Союза. Я очень благодарен руководителям нашей республики, что они поддержали это предложение. Через неделю я уже был в Москве и начал заниматься программой продовольственных товаров Советского Союза. Это 54% товарооборота Советского Союза. Все республики союзные, Москва и Ленинград, Санкт-Петербург, все ресурсы проходили через наш главк. Это было очень серьезное время, и нужно было быть постоянным напряжением, чтобы не было каких-то ситуаций неприятных ни в Москве, ни в Ленинграде. И как бы была стабильная ситуация во всех регионах Советского Союза. Я считаю, что то направление и ту деятельность, которую мы делали в Минторге СССР, она как бы выдержала свое направление и не допустила каких-то резких событий по продовольственным товарам и продуктам питания, которые мы проводили через наш главк. Но в 1991 году, когда стало понятно, что Советского Союза уже не будет, нужно было трудоустраиваться.
У меня 3 детей, 2 двойняшки, ребенка, 5 лет, и старшему 12 лет. Конечно, уже говорить о возвращении в Татарстан не было смысла, нужно было двигаться дальше. И я обратился к министру торговли Тереху Конраду Демидовичу с предложением о том, что хочу создать частное предприятие, акционерное общество, которого, в принципе, вообще не очень понятно было на том этапе, когда я это заявил. Я познакомился с этим вопросом через книгу американского предпринимателя, и мне показалось, что мы это можем осилить. Я предложил это своим коллегам по работе, Минторга СССР, моим руководителям, моим подчиненным. И они, в общем, сказали, что мы с вами можем вместе идти и готовы пойти на то направление, которое есть. Потому что рабочих мест уже в Министерстве торговли России или Министерство вообще в других министерствах уже не было. То есть, получается, мы как бы оказались на обочине безработных. А для того, чтобы выжить, нужно было что-то предпринимать. И вот мы приняли решение 12 ноября 1991 года, создали 2 наши компании. Одна компания – это открытое акционерное общество, где акционерами были наши партнеры. Это государственная структура, которые тоже уже теряли весь свой смысл. И второе – это наши работники. Продмаркет – это государственная структура, Продсервис – это мои работники, которых я пригласил к этому действию. Ну вот, а дальше все пошло по предпринимательской деятельности. Это нам создало такую возможность делать все для того, чтобы иметь доход, потому что нужно зарплату платить, платить налоги, развиваться, а для этого нужно было активно работать. И мы, исходя из этого, так как уже все наши работники тоже уже настроены были на работу, а не то, что там, то мы вот за эти годы, которые вот уже сейчас отмечаем 30-летие, сделали все для того, чтобы заработать, иметь доход, платить налоги, платить нормальную зарплату без всяких черных и созидать то, что у нас есть. Ну, первое то, что вот мы, если говорить по Китайгородскому проезду и по Варварке, мы создали первый магазин «Московский деликатес», второе – «Российский деликатес», картинную галерею создали для того, чтобы художники в 1992-1993 году, когда они не знали, где картины свои продавать, создать им условия. То есть они приносили картины, и мы их продавали, и брали не аренду, ничего, просто зарплату нашим работникам. То есть это минимальный был показатель, остальные деньги им возвращали. Потом мы создали школу бальных танцев. Более 1000 детей и взрослых у нас занимались бальными танцами. Начиная от 4 и до более 60 лет. Это была тоже благотворительная наша деятельность. То есть мы там не брали ни аренду, ничего, наше здание, кроме того, чтобы оплату преподавателям. Потом стали восстанавливать Китайгородскую стену. Был пролом гостиницы «Россия». Но это пролом был, когда машины туда-сюда проезжали, и как бы это все было неприятно. Мы начали восстанавливать за счет своих средств Китайгородскую стену и сделали 2 арки, которые сегодня есть, и дальше продолжение проекта, который сегодня закончит, наш проект. И вообще план был такой, что восстановить Китайгородскую стену до, как она была, до Кремля, до Кремлевской стены. Ну, тут что-то не получилось, потому что тут гостиницу «Россию» сломали, и наш план сломался тоже вместе с этим направлением. Это мама Ивана Грозного, Глинская. Это она построила эту стену в 1534 году за 3 года. Что такое женщина в нашей стране? Представляете? Это
от Кремлевской стены, и вокруг вот это все проходит, и вновь возвращается к Кремлю. Глубина 18 метров, 12 метров на глубину ставят столбы дубовые, внизу камень, и потом поднимается белая стена. То есть это получается где-то 20 с лишним метров, построен за 3 года мамой Ивана Грозного, Глинская. И, конечно, для нас это было очень приятно, что мы что-то восстанавливаем. А что касается Китай-города, в Китай-городе всегда торговцы были. Почему? Для меня это тоже очень важно было. Я хотел восстановить Китай-городскую стену и создать именно торговые там были кривые улочки, торговые ряды были, которые... Это было как и для туристов, для всего это было просто чудесно. Но не получилось. Я думаю, что когда-нибудь придет время, и этот проект воссоздадут наше будущее поколение, потому что Китай-город – это торговля, это история, это все, что можно, допустим, приобрести, не нужно никуда ходить. То есть здесь можно было и покушать, и купить какие-то изделия ручной работы, и все. Я думаю, что к этому еще мы вернемся. Ну, а так уже здесь я немножко рассказал о Москве, и несколько слов о Калининграде. В Калининградской области мы в следующем году, в июне, будем тоже отмечать 30-летие, как мы пришли с небольшим нашим опытом работы предпринимательской в Калининград. Я в 90-м году, еще будучи руководителем Министерства торговли СССР, впервые побывал в Калининградской области. Тогда она была закрытая. Через КГБ нам давали разрешение. И я там познакомился с Минсельхозом, все мне ресурсы показывали, что им мы поставляем, что они отгружают. Они в то время даже отгружали колбасные изделия в Москву и в Санкт-Петербург или в Ленинград. То есть такая она была область, даже отгружающая. А когда 91 год наступил, армию там все разогнали, воинские подразделения все ликвидировали, и полковники, с которыми я познакомился, стали без работы. Это руководители как раз таких подразделений. Они ко мне приехали, уже в 92 году, где-то в марте. Говорят, мы безработные, если можете, помогите соединиться. Но я не мог отказать. Так что с 92 года я уже как предприниматель занимаюсь предпринимательской деятельностью в Калининградской области. Во-первых, у меня там руководители все полковники, 5 подразделений. Они очень порядочные, честные, руководили большими подразделениями. А тут так сложилось. Но они очень порядочные и честные. И поэтому моя задача финансирования, ставить задачу, они ее исполняют. И видите, уже в следующем году 30 лет, как мы этим занимаемся. То есть я не сожалею, я наоборот мне очень приятно, что в чем-то я полезен. То есть у нас более 100 рабочих мест, только моих. А когда мы восстановили рынок в Московском районе, в Московском районе был рынок Московского района. Всего там 3 района: Московский, Ленинградский и Центральный. И 20 лет он был заброшен. Руководитель, глава, узнав о том, что я занимаюсь созиданием, и вышел на меня и говорит: а нельзя ли вас пригласить на восстановление этого рынка? Так как еще московский, я говорю, попробуем. Я согласовал с Юрием Михайловичем. Егоров был тогда тоже губернатором. Это были очень ответственные люди. Согласовал с точки зрения, что потом не было каких-то недоразумений. Они поддержали этот проект. И когда мы закладывали камень, и Юрий Михайлович, и Егоров вместе присутствовали при этом. Мы его восстановили. Сегодня там 700 рабочих мест.
Мы стараемся сделать, чтобы там и культурное было с точки зрения, и скамеечки есть, и деревья есть, и все. То есть он как бы культурный центр в какой-то мере. Ну, условно, мужчина может посидеть на скамеечке и ждать супругу, пока она там по рынку ходит. А второе, у нас нет никакого, ну, бывает, знаете, на рынке где-то что-то чего-то. У нас никакого нет, потому что у нас все обслуживается. У нас газовое отопление мы сделали, кондиционеры поставили, подъемники на второй этаж поставили. Ну, одним словом, ну, считаем, ну, как бы по оценке Юрия Михайловича, он также мне как-то, когда он приехал к нам, уже после, когда мы работаем, он сказал, а у нас в Москве такого рынка нет, вот именно такого чистого, аккуратного совсем. Ну, для меня это было очень приятно, потому что Юрий Михайлович был на закладке того, что мы сказали в Санаде, и он уже... И потом сейчас в магазин тоже у нас есть Юрий Михайлович, который там гречку продает, и мед, и все. Ну, вот если говорить по Калининграду, то сегодня там около 100 работающих просто у нас, и около 700 тысяч рабочих мест, которые там воспринимаются. Поэтому я думаю, что будущее тоже очень хорошее, и я не вижу ничего такого, чтобы непреодолимое. Все хорошо. Поэтому хочу пожелать московским моим друзьям, коллегам удачи, не опускать руки. Жизнь продолжается, но и в то же время Калининграду тоже. В Калининграде мы спонсируем футбольную команду молодежную уже 6 лет. Более 6 миллионов мы вложили. Еще там есть такой автомобильный конкурс. Уже тоже 3-й год спонсируем. Ну, то есть в меру своих возможностей мы стараемся где-то и быть участниками общественных дел.